22 года этому спортсмену, представляет город Тверь, но сам родом он из Душанбе. 6 боев у него за плечами, 6 побед, причем 4 победы одержаны досрочно благодаря приемам. Первый бой провел в 2018 году на турнире Гладиус Глори и выиграл приемом в первом же раунде. Последующие 2 провел там же и также побеждал досрочно и приемами. Потом перебрался в GFC, провел 2 боя против Шамиля Гаджибекова, выиграв у него единогласным решением судей, и Энтони Серра. Удушение сзади было в первом раунде. И последний бой в карьере на данный момент провел в Eagle FC 34. Было это в марте 2021 года. Выиграл единогласным решением судей. Чувствуете, что немного переживает и нервничает. Но еще бы, у него, пожалуй, самый опытный соперник сейчас вообще в карьере. Это первое. А во-вторых, да, такая поддержка в зале сумасшедшая. Ступень опыта, преимущество, конечно же, на стороне самого Максима. И здесь, конечно, следует отметить, что бой будет за пояс EFC. Это очень важно, не пояс AMC Fight Night. К сериалу «Игра престолов». Сериал уже закончился, причем давно, а он продолжает жить в разных формах, в том числе и в таких. Остались. Конечно, конечно. Север помнит. Итак, Максим Швец, 28-летний боец из Донецка, мастер спорта по вольной борьбе и рукопашному бою, призер чемпионата мира по рукопашному бою. Также Максим дважды выигрывал чемпионат мира по боевому самбо и брал золото на Кубке мира по кикбоксингу под эгидой ВАКа. Что касается ММА, то дебют состоялся 10 лет назад. И на данный момент Максим провел уже 22 поединка, уступив при этом всего 3 раза. Да и кому? Юрию Пилипчуку, его вы, наверное, знаете не очень хорошо, но это было еще во втором бою. А потом Анатолию Токову и Ибрагиму Тибилову. И это средняя весовая категория, как вы понимаете. С апреля 2016 года не проигрывает. И сейчас идет на серии из 8 побед. В том числе был взят реванш у Тибилова. Причем случилось это в чемпионском бою на ProFC 64. В этом году Максим бился 1 раз. В апреле, когда на Eagles FC 35 выиграл удушающим приемом сзади у Заура Исаева. Всего 19 побед и 3 поражения. Главный судья Мария Махмутова, судьи у клетки Артур Шайхов и Иван Юрьевич, ваш судья-хронометрист Армен Князев и со звуком сирены рефери в октагоне Максим Протасов. Представляю вам соперников и первым бойца в синем углу. Ему 22 года, рост 186 сантиметров, вес 76,7 килограмма. Его профессиональный рекорд 6 побед, ни одного поражения. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб Ахмат Таджикистан из Душанбе, Таджикистан, не знающий поражений, Самандар Нурфадов. Соперник в красном углу клетки. Бойцу 28 лет, рост 185 сантиметров, вес 77 килограммов ровно. Его профессиональный рекорд 19 побед, 3 поражения. Представляющий клуб Fightmaster из Донецка, Фотон Максим Швец.
через середину. Парни, внимательно слушаем мою команду и активно защищаемся на протяжении своего поединка. Руки пожали. По углам. Максим, сюда встань, пожалуйста. И к сетке. Итак, что главное событие сегодняшнего турнира. Турнир, еще раз напоминаю, в памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Итак, титульный бой за пояс Eagles FC. Самандар Муродов против Максима Швеца. Полусредний вес. Итак, смотрим. Сходятся бойцы в центре клетки. Максим в красном углу, Самандар в синем, соответственно. Да, и поединок длинный, но я имею в виду дистанция поединка длинная, поэтому вряд ли кто-то будет торопиться с самого начала. Но я думаю, наверное, это больше Максиму Швецу относится. Итак, подавливает сейчас Самандар. Максим присматривается. Хороший джеб, скоростной. А при этом помним, что все-таки сильная сторона бойца Таджикистана — это борьба. Пока все на руках. Ну, кстати, джеб у Максима как-то похуже ответный был. Не столь стремителен и не столь точен. Самандар быстрее. Хороший стартовый взрыв и прекрасно работает левой рукой. Причем по разным этажам. Да, и так и промеривает дистанцию, отвлекает соперника и готовит удары справа. Ну, все то, что делает как раз джеб. И причем, когда пытался нырнуть, Максим тут же джеб влетел ему в голову. И поэтому, видите, покраснение есть уже в районе носа у бойца из Донецка. И публике хочется, конечно, больше активности, но чего вы ожидали от чемпионского поединка, тем более на старте. Здесь в любом случае в первом раунде будет какая-то разведка. И вот сейчас кто сильнее физически? Колено по корпусу пытался Максим выбросить, не получилось, разрыв дистанции. Классный кайкик. Хлестко и довольно легко его выбросил Самандар Муродов. Да, и от парня, у которого, в принципе, достаточно много побед именно приемами, здесь надо отметить, что достаточно хорошая стойка еще, которую, наверное, вряд ли от него кто-то ожидал. Вынужденно много перемещается швец. Очень опасно, но мимо. Какие-то сантиметры. Вот так, очередной опасный кайкик. И здесь Стороны прихвата. Самандара. Начинается у нас борьба. В одну ногу пошел Максим, нагружает сверху Самандар. И опять стойки бойцы. Фактически пытаются замедлить друг друга. Еще раз отмечу, чуть быстрее Самандар на руках. И, возможно, это поможет ему с точки зрения подсчета баллов по итогам первой пятиминутки, до конца которой остается чуть больше 2 минут. Но боец уровня Максима, в принципе, может даже отдать первый раунд, но дальше потом перехватить инициативу. То есть дать сопернику поработать, посмотреть на какие-то излюбленные комбинации, какие-то короночки. Вот сейчас подхват навстречу довольно неплохой, но без перевода. Пока справляется с большим трудом Муродов с этими переводами, но не сейчас. В итоге до своего все-таки добился. А вот удержаться, контроль, что здесь? Максим не то, что не боится. Разворачивается на спину сейчас и дает возможность сопернику закрепиться в диагональном контроле. Шикарный контрдействие наносили в исполнении Муродова. Здесь Хавгард. Есть возможность подключать локти.
пытается Максим. Удастся ли развернуться или нет? Здесь можно и суплекс Да, и бросить. стягивает его обратно сейчас на канвас Самандар Муродов. Прихватывает уже за ногу швед в свою очередь. Ну и вот-вот истечет первый раунд. Уникальный случай. Все хотят бороться. Да. В этом бою. И смотрите, какой прием сейчас проводит Самандар. И так он Обратный продолжает треугольник. сбросить. Нет, перерыв. Очень шумно сейчас в зале. Безумная поддержка от Самандара Муродова в первую очередь. Но здесь интересная шахматная партия у нас. Смотрим повторы. С точки зрения количества тейкдаунов, возможно, даже Максим Швец лучше. Вот этот мне момент понравился, да, попытка провести еще обратный треугольник. Ну и как здорово Максим разобрался с ситуацией. Поднырнул назад, рискнул и при этом развернулся в воздухе. Капа на месте, все в порядке. И в клетке, как всегда, остаются 3 человека. Впереди еще 20 минут боя. Джеб. Ну и вообще, Самандар проявил себя как очень хорошо подготовленный боец. Это уже как минимум, но по первому раунду. Он поддавливает. Все очень осторожно. Лоу-кик неплохо, хлестка получилась. Кто заберет инициативу в борьбе, возможно, вообще заберет этот раунд. Но пытается при этом швец еще работать в стойке. Да, он прощупал уже соперника в борьбе, понял, что тот в этом компоненте ему, ну, как минимум, не уступает. Посмотрим, у кого сколько сил. Как раз, может быть, кто-то начнет брать измором, как говорится, по защите. Здесь было. Но активности, надо отметить, Самандару вообще не занимать. Постоянно идет вперед. Пытается разбивать очередной хайкик, но уже более-менее швец их ждет, к ним готов. Поменял стойку. Боец из Таджикистана. И еще один лоу-кик. Есть покраснение на игре у Максима. Итак, немного прихрамывая сейчас швец вступает от соперника. В стойке увереннее действует Самандар. И это видно невооруженным взглядом. В первом раунде немного иной был расклад. Все-таки, как опасно. Но получается, что и в стойке увереннее, и в борьбе не уступает. Вот в борьбе как раз все очень интересно. Там далеко не все ясно. А сейчас Но получается, что в борьбу нужно идти Максиму. Да, но с другой стороны нет однозначной преимущества Максима в борьбе тоже. И хайкик левой ногой. Хорошо работает, попадает в голову, пошел в борьбу. Самандар забирает спину или нет? Пытался зайти за спину, да, не получилось. Так вывернулся в свою очередь швец. Клинч. Энергозатратная борьба. Колено очень неприятное, четко в центр живота приземлил сейчас Самандар Муродов. Ну что ж, контроль считается в стойке Максиму. Но он практически ничего не значит. В целом раунд проигрывает пока боец из красного угла. Ищет там то ли бросок через бедро. Ну, сейчас пока непонятно, да, такая патовая ситуация отчасти. Руки заблокированы, на бросок тоже выйти сложно. Скандируют трибуны Самандар, Самандар. А Максим Протасов может уже и вмешаться. Практически ничего не происходит. Ну вот как раз не потребовалось с выходом. Ух, и как размашисто атакует сейчас швец. Подхват за одну ногу. Хорошая комбинация. И боковые, и апперкоты были. И бросок будет или нет? Забрал спину Максим.
Муродов очень здорово защищается, в том числе и от борьбы. То есть так резко опускает центр тяжести ниже, да, и заставляет Максима отступать и обратно возвращаться к стойке. Апперкот мимо цели. Много перемещений. Финтит со стойкой Самандр Муродов. Но опять же, при смене, как правило, не бьет, нарушая золотое, казалось бы, правило. Хороший. Кайки. И опять борьба. Опять навсклич. Здесь может быть зацеп. Кто сконтрит? В итоге выигрывает позицию Самандр Муродов. Он сверху. 45 секунд. Ключевой момент второй пятиминутки. И вот сейчас вот-вот практически пропустил колено и усаживается все-таки в фулл-маунт. И начинает сразу же забрасывать боковые удары Самандр Муродов. И в разрез. И локти полетели, но здесь рискует. Да, маунт был то высокий, то низкий, но так или иначе все-таки позиция поменялась. В итоге хавгард. Но атака продолжается. Последние секунды в этом раунде. Ну что ж, здесь Самандр Муродов был получше. Вот сейчас локти-то какие тяжелые приземляется Самандр Муродов. Опять маунт высокий. Но раунд закончится. Уважаемые зрители, сегодня у каждого находится в этом зале. Отправляются спортсмены на минутный перерыв. Каждый из 5 победителей получит книги. Сейчас психологическое преимущество, конечно же, на стороне Самандара. Но это чемпионский бой. Чтобы принять участие, публикуйте фото и видео. Здесь 5 отрезков. И фактически сейчас только все начинается. И завтра в 17:00 следите за розыгрышем в прямом эфире в аккаунте Фитрол. Но при этом надо отметить, что не особо тяжело дышит Максим Швец. Его активно восстанавливают там в углу. Но при этом не смотрится он потерянным там или уставшим. Прям очень уж сильно. Хотя, если честно, Самандр Муродов все-таки смотрится посвежее. Пока да. Пока ключевое слово. Двигаемся к середине боя. Самандр Муродов против Максима из Донецка. Ну и поджимает уже увереннее Муродов. Швец прямо-таки упирается практически спиной в сетку. И еще раз можем обратиться к статистике. 19 побед у Максима, и из них 11 побед решением. Он умеет раскладывать силы на всю дистанцию. Попадает здорово сейчас швец. И вновь на Не довел дистанцию. сейчас, да, и остался на ближней дистанции Самандар. И в итоге пропустил встречный удар. Но это его не остановило. А сейчас переигрывает Швеция, понятно, на руках. Необходимо Самандару возвращать вот эту легкость и тейкдаун. Разворот будет или нет? Попытался так придавить еще швец его соперника. Отбивается от киками. Все опасно. Да, такие рубящие удары. И сейчас пытался через кувырок уйти. Отдает шею. Но нет, не отдал в итоге. Но корпусом сейчас наваливается так Муродов на как раз шею соперника. Поднимается, тем не менее, Максим Швец. Клинч. Контролирует бедра соперника Максим. И в итоге все-таки уходит на безопасное расстояние. Давно не было удара с разворота. Что-то с рукой, с правой рукой у Самандара. Так взялся он за предплечье. Может быть, поэтому столь вяло сейчас он проводит начало этого третьего раунда. Может быть, микронадрыв Ну, начало мышцы. первую половину даже, да? Но в этом отрезке пока выглядит лучше.
лучше. Максим. Да, если выбито плечо, то это просто минус рука. Тяжелейшее положение тогда будет здесь, нагружает. Швец нет. Вновь там борьба. А это только середина боя. Если там травма, то здесь... Нет, ну я смотрю сейчас, да, вот так очень внимательно смотрел, вроде с плечом, ну каких-то вот явных таких повреждений не видно. Ну если мы о правой руке говорим. Да, зацеп. Будет ли бросок? Ожидает Уродов момент. И сейчас одним движением можно постараться перевести оппонента на настил. Чуть не хватает активности. Рефери призывает ее усилить и увеличить. Уходит время. Максим Продавцов может и развести спортсмена. Сами справятся. Но правой рукой, кстати, практически действительно не действует сейчас Самандар. Да, она сильнейшая. В голове. Хотя вот я так тоже смотрю, какой хороший подход. Поймал на движение, тейкдаун навстречу в исполнении бойца из Таджикистана. И здесь есть возможность зайти в полный маунт, а он это делает. Без какого-либо особого труда. Попытка перейти на рычаг локтя или треугольник набросить. Ошибся Самандар. Вот здесь та самая молодость. Потратит еще один треугольник. Хороший шанс. Голову к себе не получается. Да, изобретателен. Муродов на настиле, ничего не скажешь. Большой арсенал из мер бразильского джиу-джитсу у него есть. Еще одна попытка. Но здесь нет, здесь уже позиция утеряна. Здесь уже может Максим что-то придумать. А он и пытается как раз выдернуть руку на болевой. Узел но плеча не поднимается получается. в итоге Самандар. И тут же срывается захват. Вроде бы заходил на гильотину швец. Опять отдал позицию. Как быстро здесь все меняется. Просто калейдоскоп в партере. Да, и вот сейчас как раз выключена правая рука у Максима. И, скорее всего, попытается Самандар растянуть соперника. На распятие взять. И тоже искал Кимуру. А ведь может завести руку. Последние секунды не успеет, скорее всего. Но становится все стремительнее. Впереди чемпионские отрезки. Самандар, что у тебя с правой рукой? Все нормально? Ну что ж, Ром, наверное, сейчас уже можно, да, порассуждать о раскладах немного. Вот в боксе нам показывают записки после 8 раундов, да, Ну, если не это ошибаюсь? в зависимости от какой организации. По Да. WBC показывают, да. А вот здесь у нас 3 раунда. А у нас совершенно точно Самандар Уродов был лучше. Но во второй и втором. третий. Я бы второй и третий скорее А отдал. почему бы третий? Вот здесь непонятно. От начала было совершенно точно за Максима, он перебивал, там была проблема с плечом, как нам показалось. Потом был клинч, в котором Но контроль работал тоже. в стойке. Да. А потом дальше перевод от Самандара. И за счет концовки вполне возможно, что Самандар мог быть впереди. И опять пойдешь к судьям. Первый отрезок Ну, 50 на давай 50. подождем. Да, сходи. Выходим, выходим! Угол свой. Свой угол, кем? Четвертый раунд. Ждем! Ну давай, рассказывай. У одного из специалистов 2-1 по раунду в пользу Самандара Уродову. То, что мы и предполагали. Но при этом третий раунд он отдал Максиму. Ну, он как раз и сидит с углом Максима. Ты думаешь, это как-то влияет? Ну, ему видно лучше. Итак, продолжается у нас встреча, поддавливает опять Муродов. С точки зрения территориального преимущества он интереснее. Опять бросается вперед сейчас Самандар. Очень легко добивается своего. Хавгард как быстро входит в защиту. А ведь в бразильском джиу-джитсу иногда собираются просто целые консилиумы по обходу обороны того или иного черного пояса. Здесь все очень легко, быстро. Упирается головой сейчас Самандар.
поджимает подбородок соперника, но при этом не стремится обходить колено и усаживаться в фулл-маунт. Причем сидит-то у себя в углу сейчас. И ему, я думаю, многое подсказывает. Пока только контроль. И вот на коротке локоть подключает. Здорово. Какие острые локти у Самандара. Да, рука выключена, и одна, и вторая практически у Максима Швеца. Камерфисты пошли в ход. Аккуратно работает, набирает очки. Муродов, время уходит. Пытается опять улучшить позицию. Здесь не получилось. Немного пространства не хватает бойцу из синего угла. Вытаскивает руку и локоть. Так, по ходу не забывает периодически беспокоить этими попаданиями. Полный маунт. Опять он очень высокий. Есть шанс выбраться у Максима. Да, так буквально вытащил он ноги из-под соперника. Собрался в позу эмбриона, но ненадолго. Очень широко атакует Муродов в партере. Хорошо работает ногами. Локоть опять пошел. Ну, конечно, духовитый боец Максим Швец. Очень много он уже принял ударов. Ну, а Самандар Муродов просто какая-то кардиомашина. Ну да, и снова без какого-либо особого труда. Как только ему это потребовалось, он уселся в фулл-маунт. Можно перейти на рычаг локтя. Пытается это сделать Муродов, но не тут-то было. Да, но здесь прямо схватил его за запястье сейчас Максим. Ну и здесь, естественно, все правильно, четко разбивает своего соперника Самандар. Да, опять пошли удары. И здесь можно одной рукой угрожает рычагом локтя, другим бьет в голову. И Максим просто не знает, что ему делать. От чего защищаться, да. Но вывернулся, во всяком случае, пока, да, сейчас. И Самандар сбоку, а не сидя на сопернике находится. Чем же закончится этот бой? И вообще дойдет ли он до решения? Очень интересно, но преимущество Самандара становится все более и более мощным. Ищет атаку, возможно, и в разрез. Тяжеловато дышит уже Максим Швец. Минуты еще. Активная оборона. Пока еще активная. Но насыпает от души Самандар. Ну, а ничего больше не остается. Сидит высоко, да, вот пытается мастить Швец, но соперника сбросить себя не получается. 45 секунд. Для четвертого раунда очень неплохой темп. Вот были вопросы по поводу кардио у Самандара. Мне кажется, сейчас они отпали. Да, все в порядке. Готов отдавать спину. Швец. Еще 30 секунд. Ну, на грани поражения уже минуты 2 находится Максим. Кардинальное избиение, жесткое, и рефери готов вмешаться вот-вот. И остановка! Правильное решение Максима Протасова. Абсолютно правильное. Но не может скрыть своих эмоций Самандар Муродов. Здесь, естественно, ликует его публика, ликуют его болельщики. Кто-то из нами даже забрался на такие платформы здесь, которые находятся рядом с колоннами. Но ведут себя довольно весело. Он становится чемпионом Eagles Fighting Championship. И, скорее всего, Хабиб Нурмагомедов водрузит пояс на талию этого спортсмена. Какие эмоции сейчас у парня? Да, просто это мог бы делать Шамиль Замуров, но ему сейчас драться. Ну уж не знаю, была ли там травма или нет, но если он выиграл с такой травмой, такой поединок, это прямо новая звезда. И этот парень
очень опасен, да, он держится, кстати, за Показывает, плечо. что были проблемы с правым плечом все-таки. Вот это боец. Да, волевая победа. Бывали случаи, когда на одной руке выигрывались чемпионаты мира и Европы по самбо и дзюдо, в вольной борьбе. И в смешанных единоборствах такое тоже встречается. Да, показывает, сейчас как раз вот проходит, показывает, действительно рука так висит, как плеть буквально, и такое ощущение, что даже футболку он не может надеть. То есть травмировал, получается, плечом во втором раунде или в третьем. Да, и провел весь третий раунд, и четвертый также практически до конца одной рукой. Хотя вот так вот внешне, опять же скажу, да, не видно, что какие-то повреждения есть на плече. То есть оно не выбито, оно не опухшее, но что-то не так. И также было видно, что это высококлассный поединок. Очень хороший уровень. Сохраняя нули в графе поражений. А вот он и пояс. Пояс чемпиона. Сейчас уже можно дать волю эмоциям. Уважаемые любители единоборств, впереди только один поединок. Но какой? Шамиль Завуров против Наримана Абасова. Сегодня вспоминали последний бой Шамиля Завурова, когда он победил бразильца, и бразилец завершил карьеру после этой встречи. Сегодня при любом раскладе Завуров завершает карьеру. А вот путь Наримана Абасова еще точно не окончен. Я даже не представляю, что сейчас творится у тебя внутри, в твоем сердце, сквозь боль. Я думаю, что ты даже сейчас не обращаешь на нее внимания, потому что счастьем наполнено сейчас все твое сердце, и обращено оно к твоим поклонникам и болельщикам. Поздравляю тебя с этой победой. Спасибо большое. Всем ассаламу алейкум. Добрый вечер. Москва, Таджикистан. Спасибо моим старшим братьям Раджабали Баянова и Тимуру Абдулаеву. Эту победу я посвящаю нашему старшему брату Тимуру. И спасибо президенту нашему Эмомали Рахману за вашу поддержку. И глава героя Чеченского республики Рамзана Кадирова. Все выбираем Рамзан Кадирова на выборы. И спасибо моим тренерам Алексею Ермохину, Мураду Сахибу, Юсуф Садулаеву, Артуру Ахмедову и Максиму Докучаеву. Всем огромное спасибо. И моему любимому залу его другим. И моему дядю Амаканди Шарина. Так и джай. И Ахмачай Масуду терпение, брат мой. Всем ассаламу алейкум и моим братьям. Заветам на поддержку эту. Спасибо.
и общее фото. Чувствуешь? Натиск соперника. Напор нападающего. Матч в противоположном углу.